Делить шкуру неубитого медведя среди соотечественников России, который день не утихают страсти вокруг 10 миллионов сомов. Эти средства были выделены правительством Кыргызстана в помощь соотечественникам в России. Распределили их следующим образом. 4 миллиона кыргызстанцев в Москве, по 3 миллиона соотечественникам в Новосибирске и Екатеринбурге. Эти миллионы пойдут на покупку продуктовых пакетов и на содержание кыргызстанцев в хостелах. Нашлись и те, кто приходили в посольство за своей долей. Анан мына күнүгө ушул жерден кишилер келип посольствонун эшигин тепкилешет. Посольство приходят соотечественники, они не стучатся, а в прямом смысле обивают пороги. Мы должны призвать кыргызстанцев в России придерживаться элементарных норм этикета и с достоинством переждать эти дни. Сегодня от коронавируса страдаем не только мы, но и весь мир. В актовом зале посольства собрались представители штаба, кыргызской диаспоры, общественных организаций и активисты. Им представили два варианта продуктовых пакетов. Тот, что на 5 человек, в среднем стоит 585 рублей, а на 10 человек – 1170. Биз корзинаны экиге бөлдүк, эмнеге дегенде Продуктовые пакеты мы разделили на две категории. Первая рассчитана на 5 человек, а вторая на 10. Мы выбрали средние потребительские цены. Для прозрачности распределения продуктов были созданы несколько комиссий. Чтобы не говорили, что посольство не то выбрало, не то предложили по продуктам. И по этим мы включили в эти комиссии представителей диаспор. Они сами проголосовали за это. И общая комиссия будет, которая решать уже, сколько это мест в хостеле, сколько продуктов закупать. Жок, Казакстан официально уже узартып койбоду, так что автобус деле болбойт пока, коридор жок. Качан карантин снимать эткенде ошондо общий башталат. В посольстве продолжает свою работу колл-центр. Представителям госструктур подключились местные активисты. Они помогают отвечать на вопросы граждан. Многие жалуются, что не могут дозвониться. Здесь нужно учитывать количество звонков. Пока один оператор отвечает, 10 человек не могут к нему дозвониться. Мы все это ощутили на своей шкуре. Представители диаспоры начали помогать тем, кто работает в колл-центре. Но, к сожалению, и этого количества не хватает. Между тем, в стране режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. К сожалению, среди больных коронавирусом имеются граждане Кыргызстана. Многие из них нуждаются не только в продуктах, но и в медикаментах. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан-Улу, Алато 24, город Москва.